Здравствуйте. Тот случай, когда неловкое молчание, запинание и даже дефекты речи и связи не просто оправданы, а необходимы. Они создают эффект достоверности происходящего. Понятно, что на том конце провода не просто случайные люди, но это реальные граждане с реальными вопросами и запросами. И видно, что сам Путин к такому открытому диалогу готов. Даже если ведущим порой так сложнее и непривычнее работать. Так, сейчас мы наладим связь, я надеюсь. Не знаю, можем выбрать. Сообщений очень много в самом разном виде. Газификация так или иначе. Нажмите кнопочку до газификации, и все. Но у нас не на связи, Андрей Владимирович. Нет. Мы можем с ним связаться. Давайте, свяжитесь. Ну, наверное, чуть позже. Прошлые прямые линии мы с вами помним, да? Это какие-то трибуны созданные специально, там, вплоть там подсветка, плакаты какие-то. И как будто всех на демонстрацию выгнали туда. Всегда, когда такой прямой разговор есть, и когда нет заготовок, все это вот идет в естественном режиме. Нету какого-то ощущения театральности происходящего, это все-таки действительно живой диалог. Темы пандемии и вакцинации, конечно, самые актуальные. Тут даже президент Владимир Путин, долго державший в тайне информацию, какой конкретно вакцины он привился, вынужден приоткрыть завесу. Слишком большой поток вопросов от россиян. Все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий. Вакцинация обязательно необходима, но к этому решению должен прийти каждый человек сам. Нету вариантов сегодня, никакого чуда не произойдет. Вы можете посмотреть по статистике, теперь уже я перехожу и говорю как врач. Нет больных, нет в реанимации практически тех, кто вакцинировался. Давайте посмотрим. Целый блок вопросов по экономике и социальной сфере, и большинство из них так или иначе связано с пандемией. А как иначе, ведь Россия вписана в мировые экономические процессы. Однако, как объяснить жителям, почему, например, поставить забор на участке теперь в несколько раз дороже? Я понимаю, что это макроэкономические тренды всего мира, но как физического человека, на которому нужно кормить свою семью, большую семью, меня это категорически не устраивает. Мне хочется, чтобы в нашей стране менялось с точки зрения экономики, а именно, чтобы мы открывали больше производств. Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашид Низамов считает, что во всем лучше видеть конструктив. Рост цен на стройматериалы и рабочую силу – это тоже своего рода показатель важности и нужности стройиндустрии, которая всегда выступала локомотивом роста в кризисные периоды. Достаточно вспомнить времена Великой депрессии в США. Что касается стоимости стройматериалов, есть механизмы для их снижения и в республике. В частности, в КГСУ сейчас над этим активно работают. Вместо той же стальной арматуры, которая стала очень дорогой, мы предлагаем альтернативный тип арматуры. Это уже не стеклопластик, это уже другие модификации, которые уже не имеют тех недостатков. Или то же самое щебень, который мы с Урала завозим, прочный. Тоже мы от него стараемся отказаться и предлагаем мелкозернистый бетон на речном песке для конструктивных зданий. Много вопросов про газификацию на линии Карачаево-Черкесия, Реутов-Волгоград. Как известно, в стране недавно принято решение проводить газификацию от магистральной трубы до домовладения бесплатно. Люди делятся, на практике, увы, не все так гладко. Вопросы Путин берет под личный контроль. Закон еще буквально новый, там необходимо, наверное, будет какие-то определенные нормативные документы принимать соответствующим организациям, в том числе и «Газпрому». Это тоже дело времени. Главное, есть закон, указ подписан. У нас эта проблема, она уже давно снята. Вот я по Росстату, по информации посмотрел, у нас 99,5% в республике у нас газифицировано. Проблемы с социальными выплатами, с ними связан еще один большой блок вопросов на прямой линии. Жительница Астраханской области, например, пытается уточнить, почему те или иные нормативные акты чиновники на местах трактуют не в пользу получателей пособий. Трудности со связью помешали Путину быстро разобраться в ситуации, но он обещает в любом случае помочь. Я всегда уважаю Владимира Владимировича за то, что он при прочих равных условиях всегда принимает решения в пользу людей. Еще одна позитивная новость для родителей, чьи дети собираются пойти в школу в этом году. Выплаты будут обязательно. Вчера только еще раз говорил с министром финансов, все деньги зарезервированы. Вопрос оставался нерешенным
по детям, которые идут в школу. Потому что в соответствии с законом дети могут идти не с 7 лет, а с 6. Вот. Но кто-то пойдет в школу с 6 лет в какой-то семье, а в какой-то семье ребенок не пойдет с 6 лет. Значит, естественно, в правительстве возник вопрос, ну а как вот люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет с 6 лет. Но я считаю, что, и уверен, меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где 6-летние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. С одной стороны, казалось бы, ну, брючки, ну, рубашечка, ну, рюкзачок, по отдельности все стоит не криминальных денег. Но когда ты собираешь все это дело в единовременную необходимость инвестировать в этот образовательный процесс на год вперед, то это дорого даже по самым низким ценам. Мы проводили исследования, сколько же нужно первокласснику, родителю потратить средств для того, чтобы собрать ребенка в школу от 10 до 15 тысяч. То есть это хорошее подспорье? Это очень хорошее подспорье. Вот 10 тысяч, на 10 тысяч ребенка можно подготовить в школе. Прилично. Вопросы ремонта школ, состояния дорог, экологии – все они, без сомнений, затрагивают многих людей и разные регионы России. Прямая линия с президентом станет дополнительным стимулом к решению этих и других задач, в Татарстане в том числе. И то, что такие вопросы будут решены волонтерами, через волонтеров, конечно, администрациями, местными, городскими, республиканскими органами власти. Это вот новое тоже в рамках прямой связи, но, на мой взгляд, это очень правильный такой подход. Тимур Бекмурдин, Роман Безменов, «7 дней».